Рижская 75-я основная школа – одна из бывших школ нацменьшинств. Осенью 2024 года ее возглавила новая директор Рамина Скуя. К тому времени обучение уже в основном должно было вестись на латышском языке. Однако директор столкнулась с ситуацией, которая, по ее словам, оказалась шокирующей. Pirmajā darbdienā, kad es sarīkoju sanāksmi ar pedagogiem, es vadīju šo sarunu, un es redzēju, ka man nesaprot lielākā daļa no pedagogiem. Уровень владения латышским языком среди учеников тоже был очень слабым. В течение года примерно треть учеников покинули школу, как и большая часть педагогов. Es nācu ar skaidru redzējumu un vīziju, kā darbam ir jānotiek. Un vai nu cilvēki paši nepieņēma, nebija gatavi uz šiem noteikumiem. Mums nav jāstrādā tikai ar bērniem. Mums ir jāstrādā ar veselu tādu sabiedrības daļu, kura ilgstoši ir dzīvojusi абсолютно цитā реалtātē. Изменения затронули и семьи. Сын Милены учится в 4 классе. В начальных классах большинство уроков проходило на русском языке, хотя по закону не менее 50% обучения должно было вестись на латышском. Manam dēlam tas bija ļoti grūti, jo tas tiešām pagrieza visu kājām gaisā. Un bērns bija tāds, ka viņam pazuda interese mācīties, jo viņš neko nesaprot. Viņš nevar izteikt, ko viņš jūt skolotājiem, ko viņš saprot, ko viņš nesaprot. Un, jā, tas bija tāds ļoti liels jūceklis viņa головā. Сейчас в классе новый учитель, и ситуация постепенно улучшается, но языковой барьер по-прежнему остается значительным. Похожие ситуации наблюдаются и в других школах Риги. Анна – мама первоклассника. В этом году они начали обучение в Чекуркаунском филиале 45-й средней школы, бывшей школе нацменьшинств. По ее словам, уроки там проходили на 2 языках. Klasē daudzi bērni nerunā latviešu valodā. Un līdz ar to mūsu bērns, kurš runā latviešu valodā, viņš pieredzēja grūtības izveidot draudzības. Mācību process virzījās priekš lēnām, jo vienā brīdī dēls nāk mājās un stāsta, ka šodien viņam visas mācības notika 2 valodās. Viens teikums latviski, tad tiek iztulkots krieviski. Министерство образования подчеркивает, реформа внедрена успешно и школам доступна широкая поддержка. Но опросы самих учеников показывают, что часть по-прежнему не понимает всего, что происходит на уроках. И школам еще предстоит большая работа. Рижское самоуправление признает, что в столице переход на обучение только на латышском языке проходит по-разному, в зависимости от школы. Сейчас усиленное внимание уделяется примерно четверти школ, где изменения вызывают наибольшие трудности. Одним из способов, с помощью которого самоуправление пытается продвигать эти изменения, является реорганизация школьной сети. Mazākuma tautību skolas bijušās daudzas tiek pievienota, ir jau 6 pievienotas, šogad vēl 2 pievienosim latviešu valodas skolām. Un risinājumi ir tie, ka šiem bērniem būtībā vajadzētu, jo vienotās skolas stāsts ir tāds, mēs visi kopā. Kā šie mazākuma tautību bērni un latviešu valodas, dzimtās valodas bērni ir miks классе. Формально переход на обучение только на латышском языке завершен, но в реальности во многих школах работа с языковым барьером, нехватка педагогов и укоренившимися за годы привычками только начинается. Анастасия Прешкална и Ева Юревица, Нормунд Чиркста, ЛСМ.